Их девиз «Всегда на страже». Сотрудники Национальной гвардии в ближайшее воскресенье, 27 марта, будут отмечать свой профессиональный праздник. В его преддверии мы посетили воинскую часть столицы Коми, узнали о специальностях, по которым проходит обучение военнослужащие, а также побывали в учебных классах и музее воинской чести. О том, как готовят защитников Родины, расскажет Александр Карепин. Собака своим поведением показывает, что взрывчатое вещество находится в данном ящике. Показательные выступления полноправных сотрудников кинологической службы. Четвероногие спецы наравне со старшими коллегами участвуют в охране порядка, ловят нарушителей закона и ищут взрывчатку. Собаки – незаменимые помощники в борьбе с преступностью. Но прогресс не стоит на месте. И теперь совместно с животными и людьми на страже порядка множество инженерных средств. В последние годы для поиска и обезвреживания взрывных устройств разработаны перспективные робототехнические комплексы. Такие есть и у наших саперов. У нас подключается со специальными пластинами к рабочему оборудованию тротиловая шашка, заряд. Мы выполняем подъезд к взрывоопасному предмету при помощи оператора на пульте. И получается у нас при помощи рабочего органа спускаем заряд на взрывоопасный предмет и убываем с места обнаружения взрывоопасного устройства. И затем производим подрыв уже непосредственно на безопасном расстоянии. Нацгвардия – это не только саперы, но и подразделения вневедомственной охраны и отдела лицензионно-разрешительной работы. В Росгвардии занимаются охраной стратегических объектов, массовых мероприятий. В составе спецподразделения ОМОН и СОБР. На территории учебного центра Сыктывкарской части войск Национальной гвардии обучают 11 воинским специальностям. Здесь молодые солдаты учатся саперному и инженерному военному делу. Наш центр постоянно развивается, адаптируется с учетом тех проблем, которые возникают при выполнении задач инженерного обеспечения в войсках Национальной гвардии. И наш центр адаптируется под эти задачи. Появляются новые виды у нас обучающих различных макетов, изделий, средств. Рядовой Кирилл Андронаки в нашу воинскую часть приехал из Карелии и уже более 3 месяцев обучается на специалиста полевого электроснабжения. Говорит, что давно решил связать свою жизнь с военной службой и даже определился с выбором специальности. Планирую поступать в Пермский военный институт войск Национальной гвардии. У меня эта мечта появилась еще с детства. Всегда нравились военные, самому хотелось стать военным. Но я собираюсь поступать на инженерный факультет, а именно на сапера. Помимо казарм и учебных классов, на территории Сыктывкарской воинской части есть и отдел Центрального музея войск Национальной гвардии России. В нем представлены уникальные экспонаты от оружия Первой и Второй мировых войн до самых современных образцов вооружений. Экспозиция нашего музея рассказывает также об истории нашей войсковой части, о ветеранах, о боевом пути, которые прошли наши выпускники и наши военнослужащие. Уже в ближайшее воскресенье сотрудники Национальной гвардии будут отмечать свой профессиональный праздник. И, конечно, как всегда, на посту. В этой профессии нет выходных, ведь не зря их девиз «Всегда на страже». Александр Карепин, Иван Богомолов, телеканал Юрган.